нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие, любимые, с вами снова Карина. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, что произойдет в вашей жизни за ближайшие 8 дней. И у нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально. Момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, мы с вами берем вот такую вот замечательную колоду. Она у меня немножечко такая древняя, старая, но она очень хорошо рассказывает. Это у меня оригинал от Фурнье и чистая Испания. Чистая Испания. Вот такая колода, вот такие карты очень красивые. Многие эту колоду видели у меня. Это колода Таро Виктории Франсес. Вот такая вот интересная колода. Итак, 3 позиции. Первая карта покажет, в каком аркане вы сейчас находитесь. Ну, а дальше мы будем с вами смотреть, а что произойдет в вашей жизни в ближайшие 8 дней. Итак. Выкладываем 3 карты, 3 позиции. Выкладываю сначала на стол. И, значит, вот так вот делаю, чтобы вы могли выбрать. Первая, вторая или третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак, что произойдет в вашей жизни в ближайшие 8 дней? Не пропустите. И первая карта у нас это десятка. То есть это ваше текущее состояние в жизни. В каком аркане вы живете. Вы живете в трудностях, в проблемах, вы перегружены на сегодняшний день. Эта карта об этом четко заявляет. Между прочим, десятка показывает, что вы можете нести на себе и чужие обязанности, и трудности, и разные проблемы. Поэтому не берите на себя слишком много, это слишком опасно. Иногда мы можем перетрудиться до такой степени, что даже это влияет и на наше здоровье, и на нашу личную жизнь, а не только на наши финансы. Если на работе кто-то дает вам свои чужие обязанности, говорите, что это не так, это не ваши обязанности, или можете даже схитрить, можете схитрить. Ну, допустим, сделать их хуже, потому что это не ваши обязанности. Вот. Но также эта карта показывает, чтобы вы не выслуживались перед всеми людьми, потому что когда ты выслуживаешься, естественно, в итоге что происходит? Ты вешаешь на шею гирляндами всех этих людей. Вот так вот. Хорошо, давайте посмотрим, а что же произойдет в ближайшие 8 дней в вашей жизни. Итак, первая карта покажет просто, что произойдет, то есть не без привязки к каким-либо сферам жизни. И мы здесь видим туз жезлов, прекрасная карта. Вообще, жезлы в этой колоде – это черные розы. Очень мистически. Карта показывает то, что это будут очень активные 8 дней с разными шансами, интересными событиями. Туз жезлов – это очень активная и позитивная карта. Вы можете начать что-то новое, вы можете познакомиться с новыми людьми. И, соответственно, туз жезлов – это карта, показывающая, что кто-то противоположного пола может к вам проявить инициативу и, соответственно, показать свои чувства. Хорошо. Давайте с вами посмотрим, что у вас будет с финансами в ближайшие 8 дней. Ух ты, мы сегодня вытягиваем классные карты. И это у нас с вами шестерка бабочек. Эта карта показывает, что вы куда-то поедете в ближайшие 8 дней. Вот смотрите, тут интересно так получается. Вот у нас кресты есть, бабочки есть. Карты очень интересные, очень красивые. Так вот. Эта карта показывает дорогу. Вы, скорее всего, выйдете из какой-то финансовой трудности, из какой-то финансовой проблемы. И, возможно, будет путешествие, которое вас очень сильно порадует. Мне нравится эта карта в том плане, что она показывает решение. Вот как будто бы вы найдете некий ключ для того, чтобы решить ваши проблемы в жизни. И вы найдете для себя, как будто бы новый способ, даже, может быть, зарабатывать деньги, решать денежные, финансовые проблемы, даже иногда с помощью магии. Карта вот это может показывать. Давайте посмотрим, что вас ждет в любви. Двойка крестов. Карта показывает примирение, карта показывает улучшение взаимоотношений.
Мне нравится эта карта в том плане, что она говорит о двойственности, о том, что люди объединяются друг с другом, о том, что любят друг друга, то, что они ценят друг друга, уважают, и то, что они могут о чем-то договориться. Поэтому в ближайшие 8 дней либо примирение с любимым человеком, либо договоренность с любимым человеком, либо даже заключение каких-то, ну, не знаю, брачных контрактов, может быть. Или, допустим, то, что вам сделают предложение. Или, может быть, вам что-то подарят, но на основе чего? На основе какой-то договоренности. То есть я дарю тебе это, чтобы с тобой о чем-то договориться, чтобы с тобой найти общий язык. Ну и также карта показывает разные письма, сообщения. Может быть, возврат человека в вашу жизнь, если вдруг вы расставались. Если вы одинокий человек, карта может показывать, что вы найдете себе общение по интересам, пару, с кем в будущем можно создать хорошие отношения. Вообще для одиноких людей иногда эта карта показывает, что несколько людей проявляют к вам инициативу, и вам нужно будет сделать выбор. Представляете? Хорошо. Давайте посмотрим, какое благословение вас ждет в ближайшие 8 дней. И здесь мы видим 5 масок. 5 масок показывает, что благословение будет в сторону того, чтобы поспорить с кем-то, может быть, немножечко даже поругаться, но при этом в споре рождается истина. И если вы поспорите, если вы будете отстаивать свою точку зрения, то в итоге у вас все получится. Благословение в том, что когда ты начинаешь спорить, человек вдруг идет на уступки, начинает соглашаться с тобой. В этом благословение. То есть в какой-то момент, когда что-то случается такое, вот, что вам не нравится, вам лучше об этом сказать. И это будет вашим благословением. Человек просто сделает так, как вы хотите. Вот такой интересный ответ у нас по первой позиции получился. Хорошо. Сейчас минутку. И начинаем вторую позицию. Ваше текущее состояние, ваша текущая карта. Ух ты, это жрица. Жрица. Сегодня вы в состоянии жрицы. У вас, скорее всего, активированы какие-то способности, которые у вас есть. Карта очень интересная в этом плане. Она показывает, что ваша жизнь наполнена мистикой. Но также, возможно, в вашей жизни есть какая-то женщина, которая буквально занимается магией, может быть, или передает вам свои способности какой-то дух по роду, да, или кто-то занимается в роду магией, а может, вы сами связаны с эзотерикой. А еще эта карта показывает все тайное, то, что происходит в жизни человека. Соответственно, когда мы видим жрицу, мы понимаем, что, возможно, вы сейчас на пороге раскрытия какой-то тайны или какой-то очень важной для вас информации. А еще, может быть, вы совершаете магические ритуалы сейчас, и, соответственно, жрица вам и падает. Но иногда эта карта показывает и магическое воздействие, что кто-то в ваш адрес совершает некие магические ритуалы. Поэтому давайте смотреть, а что вас ждет в ближайшие 8 дней. Может быть, в этом прогнозе, да, будет больше информации для вас. Итак, сначала общая карта показывает какую-то информацию, что произойдет в ближайшие 8 дней в общем. И мы здесь видим карту 9 крестов. 9 крестов показывает то, что в скором времени в вашей жизни будет некое прибавление, улучшение жизни. Да? Но при этом вам нужно отстаивать себя и свои жизненные позиции. Карта буквально показывает, что человек должен проявлять упорство, но при этом может добиться всего, что угодно. И особенно эта карта влияет именно на деньги. То есть прибавляются деньги в скором времени в вашей жизни. Но их нужно отстаивать, то есть прям постоять на своем, да, вот, или какой-то цели вы добьетесь в ближайшие 8 дней, но именно своей настойчивостью. Не бросайте, делайте, старайтесь, понимаете? То есть эта карта, она соответствует жезлам, эта карта стихию огня передает. Старайтесь, настаивайте, и вы можете добиться успеха, вы можете добиться хорошего финансового положения, вы можете вообще отстоять себя, настоять на какой-то своей цели, задаче. Теперь посмотрим, что у вас будет как раз-таки в финансах в ближайшие 8 дней. Вышла карта 5 бабочек. 5 бабочек показывает то, что опять же идет какой-то спор из-за денег. Будьте очень внимательны. Может быть, вы с кем-то поспорите из-за того, какие деньги там должны прийти или не пришли, или еще что-то. Или вам не отдали долг. Дальше мы видим карту правосудия на уточнение.
То есть вы будете прям добиваться справедливости в неком денежном вопросе. Может быть, вовремя какие-то деньги не придут, и вы будете с кем-то ругаться. А может быть, у вас потребуют некую выплату, или вам что-то вовремя не выплатят. Вам нужно будет отстоять себя. В любви. Давайте посмотрим, что у вас в любви в ближайшие 8 дней. И мы видим здесь двойку бабочек. Двойка бабочек показывает то, что идет улучшение взаимоотношений, но на основе того, чтобы что-то немножко потерпеть. Ну, допустим, у вас есть любимый человек, вы с ним не во всем согласны, да, или как-то у него есть не очень приятные для вас какие-то привычки, ужимки, но вам нужно будет помолчать об этом, чтобы любимый человек был на вашей стороне, и как-то постараться проявлять терпение к человеку, научиться его больше понимать. Также мы видим туз бабочек. Нужно будет принять важное решение по поводу личной жизни. И будет какой-то очень важный разговор для вас с любимым человеком. Ну и благословение ближайших 8 дней для вас. Давайте посмотрим. И мы здесь видим карту «Сила». Сила – это очень интересная карта. Она показывает, что, возможно, вы сможете склонить на свою сторону человека, который вовсе был не на вашей стороне, а еще у него был трудный характер. И также сила показывает обретение силы, мощи, энергии, улучшение здоровья. И когда вы добиваетесь всего того, что вы хотите. Вот, допустим, у вас был спорный вопрос по деньгам с кем-то, да? И вы добиваетесь справедливости, вы добиваетесь того, чтобы эта выплата у вас была совершена. И чтобы деньги вам пришли по достоинству. И вот сила, она об этом же говорит. Вы всего добьетесь за эти 8 дней. Просто проявляйте настойчивость, и у вас все получится. Хорошо, теперь мы идем к 3-й позиции. Итак, все, что вам здесь скажу, сбудется за 8 дней. 4 крестов – это ваше текущее состояние. Кстати, это очень стабильное состояние. Человек в этой карте живет хорошо. Человек даже семейный, может быть, у которого есть дом, семья, там, да? Или хороший рабочий коллектив. В общем, это устойчивое положение в жизни. Карта действительно спокойная. Карта дает уверенность в себе. Сейчас вы более уверены в себе. И вы более спокойны, вы гармоничны внутри. Кстати, эта карта иногда может показывать, что близится какой-то праздник. Хорошо. Давайте посмотрим с вами общий фон ближайших 8 дней для вас. И мы здесь видим карту Паш масок. Паш масок соответствует пентаклям, Паш пентаклей. Да? Карта показывает то, что у вас будут прекрасные 8 дней. Новости, интересные разговоры, улучшение финансового положения и знакомство даже какое-то может быть. Кстати, эта карта часто показывает письмо, известие, сообщение очень важное для вас или важный разговор, который вдруг состоится. А может быть, вы давно ждали этого разговора. Хорошо, давайте посмотрим, а что у вас будет в финансах в ближайшие 8 дней. И мы здесь видим двойку масок. Двойка масок показывает, хочешь жить, умей вертеться. У вас может появиться второй источник дохода за это время. А еще деньги будут приходить, когда вы демонстрируете себя. Если вы демонстрируете себя, свои способности, если вы проявляете креативность, у вас обязательно появятся деньги в ближайшие 8 дней. Естественно, это не в заоблачном каком-то размере, да, но все-таки денежки могут приходить. Давайте посмотрим, а что вас ждет в любви в ближайшие 8 дней. И мы здесь видим 9 бабочек. Ой, 9 бабочек, извиняюсь. 9 бабочек показывает то, что сначала может произойти какой-то случай, который вас испугает или расстроит. Но это будет выдуманная информация. Возможно, что-то произойдет, то, что вы накрутите для себя, то, что вызовет у вас беспокойство. Вы даже по тройке бабочек можете обидеться на любимого человека. Однако это все пустое, карты говорят. И дальше мы видим королеву масок, которая показывает, что, возможно, в этом будет замешана какая-то женщина знака зодиака Земли, Козерог, Дева или Телец. Это от нее идет или информация про любимого человека какая-то не очень лицеприятная, да? Но это все неправда. Вот вам какая-то женщина что-то скажет, да, про вас или про вашу личную жизнь. Не верьте, потому что иначе вы будете обижаться, но попусту, понимаете? Это все неправда. Хорошо. И дальше мы видим императора. Все прикроется мужчиной. Мужчина и порешает, мужчина и скажет, как есть. Если вы мужчина,
ваше волевое слово, да, и все у вас решается в лучшую сторону. Но может вам еще поможет какой-то мужчина решить этот вот вопрос, как говорится, показать правду, да, показать информацию, которая есть на самом деле. А если вы женщина, мужчина проявит свои волевые качества и действительно докажет, что это была неверная информация. И вы успокоитесь, и мужчина к вам проявит инициативу. Ну, а какое благословение вас ждет в ближайшие 8 дней? Давайте узнаем. Мы здесь видим императрица. Императрица – это еще одна женщина, которая может вам очень помогать, но также это благословение в виде подарков, знаков внимания, денег, хороших нарядов, может быть, каких-то прекрасных покупок. А еще может быть известие о беременности или о чьей-то беременности, или даже о вашей, если вы ждали. Или какое-то улучшение здоровья. Может, вас или ваших близких. Ну, вот такой интересный сегодня получился расклад. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!